Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Диккат ТВ. Тема сегодняшнего видео: почему таджики едут в Россию? Вопрос актуальный и интересует многих россиян, также самих таджиков. Как мы все знаем из истории, наиболее сильные и влиятельные страны всегда захватывали более слабые страны разными способами. Такие страны, как Великобритания, Испания, Португалия, Франция, Германия, Российская империя и другие, в свое время завоевывали огромные территории и имели колонии по всему миру. И исторически так сложилось, что Российская империя в XIX веке захватила Центральную Азию. Центральноазиатские владения Российской империи включало в себя территории современного Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, входящую в состав Российской империи в качестве областей, а именно Уральскую, Турганскую, Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую, Ферганскую, Сырдаринскую, Самаркандскую и Закаспийскую области, а также сохранившие ту или иную степень автономии Бухарский Эмират и Хивинское ханство. В этих пределах центральноазиатские владения Российской империи включали в себя 3,5 миллиона квадратных километров землями с населением 7,5 миллиона жителей. Таджикский народ, как оседлой народ Средней Азии, который издревле и в то время тоже проживали и в Бухарском Эмирате, и в Хивинском, и в Каканском ханстве, были завоеваны Российской империей и входили в ее состав. Как и везде, захватчики в захваченных территориях вводят свои правила и распространяют свой язык и культуру. И русские, соответственно, тоже так делали. Как известно, Индия была колонией Великобритании, и сейчас, как мы видим, большинство индусов знают английский язык и едут на заработки в основном в Великобританию. Половина североафриканских народов и территорий, такие как Алжир, Марокко, Ливия, Мавритания, Тунис и другие, были колониями Франции, и потому сейчас чаще всего они тоже в поисках лучшей жизни едут во Францию. Тут и разъясняется ответ на вопрос, почему таджики едут в Россию. Ответ очевиден. Не только таджики, но и другие народы Средней Азии в поисках лучшей жизни часто идут в Россию, потому что были сначала колониями Российской империи, а потом во времена СССР были союзными странами, впитали в себя русскую культуру и речь, язык. Ведь легче обустраиваться там, где понимаешь язык и культуру, потому и едут. Едут с разными целями: учиться, работать, в гости и так далее. Едут и на заработки, и в поисках лучшей жизни. Ведь именно в Таджикистане в 90-е годы была ужасная гражданская война, которая унесла больше 200 тысяч жизней, а экономический ущерб, нанесенный гражданской войной, оценивается в 10 миллиардов долларов. Также в Таджикистане наблюдается высокий уровень рождаемости, которая также влияет на нехватку рабочих мест в стране, и потому большинство молодежи уезжает в Россию на заработки. В основном большинство едут на сезонные работы с начала весны до конца осени. Работают трудовые мигранты из Таджикистана в разных сферах: на стройках, на рынках, в сфере услуги в разных компаниях или частных работодателях. В России есть фашистско настроенные группы людей, так называемые неонацисты, которые при первой возможности кричат о том, что Россия для русских и тому подобные фашистские лозунги, и иногда толпой нападают на одиноких мигрантов или других нерусских народов и избивают и даже убивают их по-зверски. Эти фашисты своими действиями они пытаются терроризировать и напугать представителей других нерусских наций, чтобы те оставались у себя дома и не ездили к ним. Но они не знают, какие трудности преодолевают эти мигранты, чтобы прокормить своих родных, в каких тяжелых условиях они живут и работают ради того, чтобы прокормить своих родных. Конечно, вы можете говорить, что россияне не виноваты в бедах таджиков или других народов, и потому они не обязаны любить и хорошо принять их у себя в России. Но ведь миграция
Миграция – это естественный процесс в международных отношениях, и нельзя полностью остановить ее. Тем более, что Россия и Таджикистан сегодня являются стратегическими партнерами, и у них есть определенные соглашения, согласно которому они взаимодействуют. И россияне тоже мигрируют в Европу и США, и другие народы тоже. Это естественный процесс, ее нельзя остановить никак. Сейчас в России в трудовой миграции находится 1,5–2 миллиона таджиков, и они, согласно законам, платят плату за патент и приносят доходы в бюджет страны. Кроме патента, мигранты тратят средства на питание и жилье. То есть часть заработанных денег мигрант тратит тут же в этой стране, в России. И надо учитывать тот факт, что мигранты из Средней Азии работают за копейки, если сравнить с европейскими или американскими ценами. Но они, не жалуясь по этому поводу, работают, ведь дома меньше платят. Мигрантов иногда волнует лишь нацистские высказывания и действия некоторых групп русских людей с нацистскими взглядами. Они, эти фашисты, забыли, что во времена Второй мировой войны эти же таджики вместе бились плечом к плечу против фашистских захватчиков. Если бы не сплоченность народов СССР, то фашисты, захватив СССР, уничтожили бы все народы на ее территории, и сейчас не существовало бы ни России, ни других бывших стран СССР. Таджики к русским хорошо относились и относятся сейчас. Некоторые нацисты говорят, что таджики к русским относятся плохо, указывая на события 90-х годов в Таджикистане. Говорят, что таджики типа выгнали русских из Таджикистана и тому подобное. На самом деле они, не вникая в суть этих событий, говорят эти провокационные лживые слова. На самом деле тогда в Таджикистане в 90-х во время гражданской войны власть захватили исламисты, которых финансировали из-за рубежа: Иран, Пакистан, Аравия и другие. И во времена этого хаоса были фундаменталисты, которые были ярыми антикоммунистами и уничтожали и убивали все, что было связано с коммунизмом. Также избивали и убивали тех, кто не знал суры Корана, и тех, кто одевался в юбках и брюках женщин. Тогда под удар были и русские, и таджики, и евреи, очень многие. Убегали почти все, и русские в том числе. Сами таджики, почти 1 миллион беженцев, эмигрировали в Афганистан. То есть тогда не было целенаправленной агрессии таджиков к русским, а было агрессивные действия фундаменталистов, которые временно были у власти очень короткое время. Сейчас приезжайте в гостеприимный Таджикистан и посмотрите на русских, которые тут живут, и спросите у них о том, как таджики к ним относятся. С большим уважением относятся. Нет никакого притеснения. У меня лично много знакомых русских. Мы дружим, общаемся с радостью. Мы, народы из стран Россия и Таджикистан, взаимосвязаны и должны взаимодействовать во благо наших народов и стран. В Таджикистане много природных ресурсов и богатств, и я надеюсь, что в ближайшем будущем мы сможем правильно ими пользоваться во благо нашего народа. И тогда таджикских мигрантов в России станет гораздо меньше или вообще не будет. Сейчас кадров толковых не хватает у нас, чтобы эти ресурсы добывать. Также инвестирование в добычу этих ресурсов усложняет тот факт, что мы являемся соседем Афганистана, где уже 40 лет идет война и хаос. И также границы, протяженность 1400 километров с Афганистаном у нас почти открыты. Разделяет лишь река Пяндж, который местами становится очень мелким, и пересечь ее будет легко. Нет никаких заборов и ограждений приграничных. Только несколько основных КПП и солдаты-пограничники патрулируют вдоль границы. Конечно, есть также приграничные военные заставы, которые охраняют границу и следят за ситуацией. Но в любом случае это тоже один из минусов в процессе привлечения инвестирования в экономику страны. Впрочем, это уже тема отдельного разговора. В целом, на вопрос о том, почему таджики едут в Россию, я, надеюсь, ответил понятно и доходчиво. На этом все.
Спасибо огромное вам за внимание. Если не подписаны, то подпишитесь на канал, ставьте лайки, поделитесь этим видео с друзьями. Заранее спасибо за поддержку и удачи вам. Пока!